Если мы верим, что Токаев кинул Назарбаева, это один момент. Если мы верим, что Токаев и Назарбаев до сих пор в связке, это другой момент. Потому что если первый случай, то, конечно, Токаеву такие сильные спецслужбы, которые все в одном месте, не нужны, они опять новый заговор сотворят. Если их раздробить, ему даже сейчас выгоднее, потому что как бы частично под контроль парламента поставят, частично там это, и в общем не дадут им собраться в одну, как говорится, сборочку, как это было в этот раз, да? Вот, так сказать. И дня начали проговаривать какие-то вбросы, какие-то, значит, тезисы. Сейчас такая развилка произошла. Сейчас многие ждут после этого определенных каких-то серьезных изменений, в чем я сомневаюсь. Либо как бы пойти там по белорусскому пути, да, либо российскому. То есть когда как бы катать в асфальт определенную оставшуюся позиции, вот, понасоздавать кучу аффилированных политических структур. Вот, ну, и Сазбаев — это классический пример, кстати, аналога Соловья российского, да, когда же его называли Соловьем Назарбаева, сейчас как бы он понимает, что ситуация меняется, нужно как бы стать Соловьем второго президента, естественно, что он озвучивает не свои мысли. Это все хорошо понимают, что он озвучивает, по сути, мысли, которые мы спустили сверху. То есть, если, опять же, вот этот посыл как по поводу того, что демократизация в стране не нужна, вот, она как бы будет осуществлена на уровне государственных каких-то мер, то есть, как будет все законсервировано. Я думаю, что тогда просто-напросто власть загоняет себя в определенный тупик, потому что через какой-то период времени в стране может что-то снова взорваться. И опять спонтанно, стихийно, как это было в начале. Вот. Что касается власти умных людей, меритократия,